Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь 2020 года для овнов. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Вот это у нас карта месяца. Это первая половина, первая треть, это середина и окончание месяца. Вот так сделаем. Так, теперь 3 карты на отношения. 3 карты на работу, 3 карты, 2 карты на финансы и карта на здоровье. Так, будем подсказывать на этой же колоде. Итак, у нас карта месяца выпадает карта гроб, да, и знаете, вот очень многие вопросы будут в сентябре закрыты. Наконец-то, да. Допустим, все, что тянулось долгое время, никак не решалось. Все, что вас мучило, все, что, может быть, менялось, да, или, может быть, были какие-то потери, утраты. Все, это все заканчивается, наконец-то, в этом месяце. Даже у этой карты 9 номер, то есть, как бы сентябрю, да, соответствует. Вообще замечательная карта для того, чтобы выздоравливать, заканчивалась любая болезнь, для того, чтобы, может быть, менять какие-то свои привычки, поведение, да, может быть, эмоции какие-то наконец-то уйдут, страхи и так далее. То есть это вот как бы положительная сторона карты. Может быть, конечно, и действительно потеря какая-то будет в этом месяце, но судя по тому, что какие карты здесь выпадают на месяц, это все-таки к лучшему все, потому что у нас здесь действительно очень сильные карты, связанные с работой, с семьей, с решением каких-то вопросов с недвижимостью, с государственными структурами. Наконец-то вот какие-то зависшие процессы перестают действовать для овнов. Итак, первая часть месяца, первая треть, выпадает карта медведь. Это карта и здоровья, да, для кто болел, выздоровления. Это карта больших денег, больших сделок, хорошей работы, помощи от людей вышестоящих. В общем, карта, когда мы сильные, когда мы можем решать свои вопросы либо сами, либо с помощью других людей, и особенно через деньги, через финансы. Следующая часть месяца, середина месяца, это дерево. Дерево все такое мощное, да, в цвету, вернее, мощное в листве. То есть карта говорит о том, что, опять же, все идет в рост, поддержка со всех сторон, в семье все в порядке. Может быть, для кого-то это период даже создания семьи. Какие-то кармические ситуации, связанные с семьей, тоже проигрываются, но, опять же, все к улучшению идет, к решению каких-то вопросов, связанных с семьей, да, жизненная сила приходит, здоровье приходит, карта, когда мы можем проявить себя в работе, когда крепнут наши финансы. Знаете, это и карта увеличения семьи, да, это может быть, появляются новые члены семьи, там рождение ребенка, допустим, либо в вашу семью входят еще люди, допустим, там женятся молодые люди, да, и вот воссоединение происходит из разных семей, то есть много очень событий по дереву, но все они положительные. Это все рост всего, что для вас важно. И окончание месяца башня. В этой колоде 2 башни. Одна такая разрушающаяся, а другая наоборот очень крепкая, стойкая. Да, это опять же у нас решение всех вопросов, связанных с нашей безопасностью, с нашими делами, с социумом, с работой, с профессией и с государственными учреждениями. Да. Если нужно было какое-то разрешение, мы получаем. В общем, здесь все абсолютно как бы на стабилизацию идет. Сентябрь очень важный месяц для овнов. Он просто даст вам такую опору в жизни. Закончатся все негативные процессы, и все вот наконец-то как бы на освобожденное место все приходит лучшее, новое, стабильность, устойчивость, решение всех вопросов. Да, сила такая вот жизненная, вы прям почувствуете ее. Для отношений посмотрим, что в отношениях у нас. Здесь у нас выпадают
карта Луны для тех, кто в поиске партнера, а это значит, что, тем более Луна здесь полная, да, Луна символизирует семью. Вот можно встретить человека, действительно, который нам подходит в плане, как это лучше сказать, вот муж-жена, да, то есть это не именно партнер, который там нас как-то привлекает физически, сексуально, да, а вот именно человек, который, как бы мы видим, что это человек для семьи, человек, который сможет с нами долгое время быть, да, вот это прям может быть идеал того человека, которого мы видели там мужем или женой. Именно вот семейные такие отношения могут зарождаться в этом месяце. А для тех, у кого уже есть пара, карта змеи выпадает. Здесь нужно быть осторожными, конечно. Есть тем более здесь такое окружение из карт, да, что мы можем поддаваться каким-то эмоциям, и из-за этого могут быть какие-то сложности, конфликты и так далее. Может быть вторжение в наши отношения людей, которые могут ранить наши чувства, да, Луна. Или, может быть, это люди, которые действуют тайно, и мы не ожидаем совершенно от них того, что они могут сделать, да. Но в основном это как бы женская, как сказать, ну, через женщин обычно выражается эта карта. Но бывает, что и мужчины так действуют, да, то есть тут нельзя сказать точно, какой это будет человек, мужчина или женщина, но то, что он может действовать исподтишка и неожиданно, это да. С другой стороны, может кто-то передать какую-то неприятную информацию, которая заставит нас волноваться. Сплетни, может быть, какие-то, да, вот чисто случайно. Еще у этой карты может быть смысл какой? Мы можем научиться действовать мудро в отношениях, как-то свои эмоции контролировать, и тогда для нас это, конечно, все очень даже будет хорошо в отношениях. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта письмо, писать о своих чувствах, говорить, договариваться. Информация нужна для того, чтобы понимать друг друга, да, то есть, может быть, вы, допустим, каждый со своей стороны правы, но вы не понимаете друг друга, не договорились. То есть можно помириться, просто написав друг другу то, что на что вы, допустим, обижаетесь, что вы от него ждете, и от него получить какую-то соответствующую информацию и благодаря этому помириться. А теперь у нас работа. Так, сейчас я их возьму. Для тех, кто в поиске работы, карта ключ. Но это, конечно же, да, открывает двери, закрывает двери в вашу безработицу, да, и открывает двери в вашу новую работу. Тем более здесь, смотрите, такая вот из цветов гирлянда, это значит, то, что вам придет, вам понравится. Ну и какие-то даже, казалось бы, неразрешимые ситуации, они могут разрешиться, связанные с работой. А для тех, кто уже работает, смотрите, здесь либо у вас какие-то новые люди могут прийти в коллектив, или, может быть, вы сами будете в командировке, или, может быть, для вас новая работа какая-то начнется в сентябре, новый проект, а может быть, вы вообще перейдете в другую какую-то организацию, да, то есть здесь вот какие-то перемены очень значительные, и люди появляются новые вокруг вас, и даже внутри вас могут быть какие-то перемены, которые связаны с работой. Либо новости по работе, которые вы давно ждете, они приходят. Для тех, кто своим делом занят, здесь карта дерева. А дерево как бы сильное, дерево такое мощное, да, но оно в снегу, да, то есть время будет сложное, скорее всего, нужно будет как-то внутренне перестраиваться, подготавливаться к тому, что будет потом, да, или длительная подготовка нужна для того, чтобы реализовать какие-то проекты. Вот здесь у нас по самому месяцу у нас здесь действительно очень важные события происходят. Мы можем готовить сделки, мы можем увеличивать как-то масштаб бизнеса, мы можем какие-то документы оформлять по поводу бизнеса, да, вот, можем использовать какие-то связи свои тоже. Но здесь все будет, знаете, решаться
как-то внутренне, да, или, может быть, вы будете работать над этим, а результат появится не скоро. Но в то же время результат появится просто в свое время. Здесь не стоит переживать, нужно делать то, что от вас зависит, и все. Финансы. В финансах для тех, кто работает карта башня, да, то есть доходы будут, но расходы будут превышать доходы. И, скорее всего, этот месяц он заставит вас задуматься о дополнительном каком-то доходе, потому что вам не хватает здесь, да. Для тех, кто занят своим делом, здесь вот наоборот у нас карта Лилии говорит о том, что будет доход значимый, значительный, и, скорее всего, этот доход не от вас только, да, но это либо коллективные какие-то деньги, либо семейные деньги, либо деньги партнеров, там, родителей, бабушек, дедушек и так далее. То есть к вашим деньгам еще добавляются деньги близких людей каких-то, партнеров. А может быть, это решение какого-то важного дела, сделки какой-то, да, что вы получаете какую-то хорошую прибыль. А для здоровья выпадает карта Луна, карта, которая говорит о том, что здесь может чувствоваться в этом месяце упадок сил. Может быть, слишком много эмоций потрачено, каких-то страхов, беспокойств, может быть, за будущее, да. И нужно давать себе возможность отдыхать. Если вы чувствуете, что сил нет, нужно обязательно давать себе возможность отдыхать, расслабляться, на природу выходить, выезжать, больше там гулять, не подавлять свои чувства, а рассказывать о них своим близким и так далее. То есть вот все, что связано с нашей эмоциональностью, страхами, какой-то усталостью, семейными какими-то проблемами, их нельзя загонять внутрь для того, чтобы здоровье не пострадало, потому что здесь вот может как бы психосоматика сработать. Давайте посмотрим, какой итог будет у месяца. Ну, в итоге развилка, да, вот все, что происходит в течение месяца, меняет жизнь, да, и у вас будет такой выбор, нужно будет принять решение, может быть, это будет в течение месяца происходить, может быть, в конце месяца, да, что вы уже подойдете к такой точке, что либо вам нужно оставаться как бы на прежнем месте, но тогда и проблемы какие-то могут остаться, да, как-то разрушительно может на вас это все действовать, либо нужно поворачивать уже в другую сторону. То есть нужно менять направление, нужно, может быть, искать новые пути в работе, в финансах, может быть, новую профессию добавлять, может быть, искать пути понимания с близким человеком. Ну, в общем, жизнь здесь меняется, и выбор нужно принимать однозначно. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь улучшилась, да, то нужно обязательно вот этот выбор смело сделать. И жизнь вам будет подсказывать, где именно, в какой сфере. То есть она будет вам об этом настойчиво напоминать. Друзья, желаю всем замечательного сентября. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.